Добрый день, уважаемые коллеги, участники международного методического семинара «Эффективный учитель для эффективной школы». Мы открываем второй день нашего семинара. Сегодня наши официальные треки связаны, конечно же, с вопросами качества образования в современных условиях. А также мы будем реализовывать трек по цифровой образовательной среде. Уважаемые коллеги, вчера в первый день семинара с нами было 850 педагогов, руководителей образовательных организаций нашей республики. Нам очень важно, уважаемые коллеги, что принимают участие в нашем семинаре представители различных образовательных организаций Республики Коми. С нами работают все 20 муниципальных образований. Конечно, очень важно, что мы имеем возможность устанавливать обратную связь с нашими участниками. Я напоминаю, что вы можете задавать вопросы в рамках каждой экспертной сессии, а также на нашем сайте вы можете задавать вопросы каждому эксперту. Вчера, уважаемые коллеги, с нами работали международные эксперты и, конечно, федеральные эксперты. И сегодня мы продолжаем работу международного семинара. Итак, уважаемые коллеги, я передаю слово модератору стратегической сессии Наталье Николаевне Исаевой. Дарья Николаевна, вам слово. Добрый день, коллеги. Мы рады приветствовать вас на стратегической сессии «Инновационное развитие и результативность деятельности образовательных организаций. Образовательный дизайн оценочных процедур как механизм повышения качества образования». И мы готовы передать слово нашему первому спикеру Борису Валентиновичу Илюхину, директору научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Борис Валентинович, вам слово. Борис Валентинович. Коллеги, можно нас двоих? Меня слышно? Да, коллеги, Борис Валентинович впервые работает вместе с нашей республикой. Борис Валентинович, мы вас приветствуем. Республика Коми очень долго ждала вашего появления. Жаль, что не очно, но я надеюсь, данный формат, он будет тоже для нас профессионально эффективен. Борис Валентинович, вам слово. Вас приветствуют педагоги нашей республики. Спасибо огромное, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня слышно и, может быть, даже видно. Прекрасно видно и слышно. Простите за задний фон в режиме пандемии. Очень, конечно, большое желание к вам приехать и очень наслышан про систему образования и про ту серьезную работу, которая проводится в Республике Коми. Вот, огромное, поскольку я много лет занимался различного рода оценочными процедурами, огромный привет коллегам из Республиканского регионального центра обработки информации. Ну, собственно, в рамках регламента, если позволите, несколько слов, надеясь на последующую в дальнейшем, когда закончатся все карантинные мероприятия, возможную личную встречу. Значит, уважаемые коллеги, вот та не очень большая презентация, она, по сути, чтобы уложиться в регламент, я постараюсь ее свести к нескольким слайдам. И если потом у кого-то возникнет желание посмотреть предысторию, к нескольким тезисам. Вот. А большая часть картинки будет иллюстрировать эти, по сути, 3 тезиса. Итак, если говорить вообще о оценочных процедурах и о использовании их результатов в Российской Федерации, то надо отметить прежде всего несколько тенденций. Тенденция первая – это не наша вина, это, в общем-то, наша беда, что, к сожалению, в той парадигме образования, в котором мы с вами все получали профессиональное образование, вся оценочная деятельность рассматривалась, как правило, только с точки зрения аттестации, выставления тех или иных оценочных суждений или отметок.
Вот. И, к сожалению, очень редко рассматривалось как инструмент диагностики и инструмент выявления проблем и пробелов в знаниях. Поэтому вот сам по себе подход, он не имеет, наверное, ничего, так сказать, ни плохого, ни хорошего, но надо понимать, что образовательные результаты, они всегда очень разные и зависят от очень большого количества факторов. У нас, конечно же, разные школы, у нас, конечно же, разные дети, у нас, конечно же, разные условия обучения. Вот на этом слайде вы видите, что очень сложно говорить о сопоставлении результатов, например, просто хотя бы крупных категорий городских и сельских школ. Вот, эта история достаточно давно математически доказана, поэтому вот тезис первый звучит так: то, для чего не стоит впрямую использовать результаты тех или иных оценочных процедур, это проводить какие-то сопоставления, сравнения школ, муниципалитетов, не дай бог, и уж тем более регионов. Понятно, что каждая история, она уникальна и самоценна. Второй тезис, который я хотел сказать, уважаемые коллеги, у нас очень разные школы, и на образовательные результаты влияет очень большое количество факторов. Вот часть из них вы видите сейчас на этом слайде. Но, тем не менее, вещи, которые мы считали существенно влияющими на результаты, очень часто доказывается, что никакого влияния они на результат не имеют. Вот с точки зрения хотя бы банального, опять же, примера, мы очень много говорили о необходимости увеличения средней заработной платы, и само по себе это абсолютно благое действие, и человек должен действительно получать достойную заработную плату, но как показывает практика, ни от средней заработной платы, ни от материально-технической базы образовательных организаций, и, что для нас совсем странная история, от доли учителей с квалификационной категории, хотя, казалось бы, от этого должны зависеть результаты, образовательные результаты детей не зависят. Следующий тезис, который я хотел подчеркнуть, это то, что... о чем уже, собственно, сказал, что зачастую мы ориентируемся на проведение оценочных мероприятий только с точки зрения контроля. Ну вот по факту оценивания ради оценивания. И это, безусловно, поражает объективность. Следующее, опять же, и еще дополнение к этой истории, у нас очень разные оценочные процедуры. В чистом виде, казалось бы, и все вот перечисленные на слайде на этом оценочные процедуры так или иначе используют одни и те же технологии тестирования компьютерного, бланочного, там еще какого-то. Но на самом деле и по дизайну, и по назначению эти процедуры очень различны. И очень важно для школы понять, что из этого школа может использовать и для чего. И вот, собственно, главная часть моего выступления, что использовать и зачем. Центральная история проблем использования результатов – это то, что большинство уважаемых коллег, при всем моем к ним глубочайшем уважении, не используют их в повседневной работе. Причин этому на самом деле несколько, и, так сказать, просто первая причина, она, наверное, и главная причина, она информационна. Потому что для того, чтобы использовать, надо научить человека, как это использовать и как это ему может помочь в реальной его повседневной жизни. К сожалению, за последние там несколько лет подвижки в этом направлении есть, но пока слишком мало существенные. У нас слишком мало специалистов в стране в области педагогических измерений, катастрофически не хватает специалистов по интерпретации результатов, и уж тем более специалистов, которые могли бы донести до каждого коллеги способы и методы их применения. И когда в качестве иллюстрации пример вот такой. Это результаты всероссийских проверочных работ в Российской Федерации за 5 класс, по-моему, это год 2017, если мне память не изменяет, специально взятая картинка. Когда людям забыли объяснить, зачем нужно ВПР, получается вот такая вот простая картинка. Мы видим, что доля детей,
которые выполнили правильно 7 заданий, практически в 4 раза, вот столбик там по цифре 7 он не виден, практически в 4 раза превышая долю детей, которые выполнили 5, 6 или 4 задания. Объясняется все очень просто. 7 баллов – это порог тройки. И тут не надо говорить никаких слов про объективность, необъективность. Достаточно вспомнить, что по закону математики распределение результатов должно приближаться к нормальному, чтобы понять, что по незнанию ли, по непониманию ли, коллеги, которые проводили, оценивали и все остальное делали, вот в рамках, в масштабах всей страны допустили вот такой вот, ну, поворот событий. Какую же проблему, вообще говоря, призвано решить использование результатов оценочных процедур? Проблема, вы видите вот на этом слайде, мы можем по-разному относиться к всероссийским проверочным работам. Кто-то вполне обоснованно считает по непониманию их злом, кто-то выполняет их формально, но очень мало школ используют результаты всероссийских проверочных работ для каких-то выводов или дальнейшей работы. Вот я сейчас попробую показать, ну не на примере ВПР, а на примере региональных, правда, мониторинговых исследований, что с этим можно делать. Итак, мы видим результаты всероссийских проверочных работ одних и тех же детей 4, 5 и 6 класса в 2016-2018 году. Мы видим, что индекс низких результатов это, ну, чуть ниже, то есть это троечка с плюсом, да, то есть это дети, которые выполнили их на 2 или на 3 с минусом. Мы видим, что доля таких детей от года к году, причем это одни и те же дети, да, она существенно растет. И мы понимаем, что этот рост может быть обусловлен какими-то разными совершенно причинами. Может быть объективностью ВПР, может быть не объективностью ВПР, но если мы посмотрим на сопутствующую оценочную процедуру, ну на параллельную фактически, это национальное исследование качества образования, предмет здесь один и тот же математика, дети это тоже 4, 5, 6, 7 класс 18 простите, годов, мы видим, картинка примерно повторяется. И не надо быть, в общем, сильно большим аналитиком, чтобы понять, что доля неуспешных детей по математике растет от 4 до 6 класса примерно в 5-6 раз. Ну, по разным цифрам, вот по разным исследованиям, по-разному. О чем это говорит? Это говорит о том, что те проблемы, которые у детей существовали в 4 классе, наслаиваются на проблемы обучения 5 класса и выливаются в неуспешность при проведении той или иной оценочной процедуры в 5 классе, и затем, наслаиваясь на неуспешность решения этих проблем в 6 классе, просто множится уже как снежный ком. Что предлагается или предлагалось, и что возможно в этой ситуации делать с результатами? Речь идет об очень простом тезисе, который, наверное, является центральным во всем моем вот этом выступлении. О том, что результаты могут и должны быть использованы для выявления индивидуальных затруднений ребенка и коррекции этих затруднений с учителем, с тьютором, вместе с родителями при помощи поддержки, в групповом, индивидуальном, ином режиме, но выявление и коррекция затруднений. И здесь, на самом деле, надо вспомнить, что любая цивилизованная, я подчеркну, оценочная процедура, будь то всероссийская проверочная работа, будь то какие-то ваши региональные диагностические работы, будь то... Просим перезапустить видео, коллеги, не волнуйтесь. Сейчас Борис Валентинович к нам подключится. Уважаемые коллеги, буквально несколько секунд. Мы ждем подключения. Да, у нас тоже нет звука. Борис Валентинович подключается, перезапускает технику для того, чтобы работать вместе с нами. Ждем, спасибо. Да, мы тоже ждем, коллеги, не волнуйтесь. Борис Валентинович.
Нет, вам не надо перезагружать страничку, только нашим спикерам. Коллеги, а коллеги, у нас... Да, Борис Валентинович уже подключается. Уважаемые коллеги, Борис Валентинович, мы вас слышим, видим. Спасибо огромное. Ждем подключения. Да. Продолжайте, пожалуйста. Честная пионерская не у меня, все работало. Да, да. Это где-то на трассе замирание сигналов страшные. Слышно, видно, я имею в виду. Вот. Итак, уважаемые коллеги, значит, мы видим, что, не знаю, на каком моменте прервалась связь. Коллеги, отзовите сейчас, слышно меня? Мы вас видим хорошо. Звук плавающий. Можно отключить видео. Да, можно видео отключить, чтобы изображение ваше ушло. Можно только работать со звуком, уважаемые коллеги. Борис Валентинович, презентацию мы вашу... Да, давайте попробуем так, Борис Валентинович. Да, нажмите микрофон. Вместо видео нажмите вторую иконочку «Микрофон». Давайте постараемся быть краткими. Да. Значит, хорошо, отлично. Хорошо. Значит, итак, уважаемые коллеги, простите за эту вынужденную техническую историю. Значит, возвращаясь к предыдущему слайду, мы здесь видим проблему, о которой, собственно, и дальше пойдет речь. Мы видим существенное затруднение детей в решении заданий по математике в целом, да, причем детей одних и тех же, от 4 к 6-7 классу. И мы видим, что те проблемы, которые были выявлены в 4 классе, всего у 6% детей, в 7 классе они появляются уже почти у 30 или 35% детей. Таким образом, эта картинка свидетельствует только об одном, что с теми проблемами, которые у детей были выявлены в 4 классе, не было, или была проведена недостаточная работа по коррекции их затруднений. И здесь нам на помощь приходят тестовые технологии, потому что любая цивилизованная процедура проведения тестирования, она прежде всего предполагает наличие так называемых спецификаций или перечня тем, на которые отвечают те или иные задания. И если мы видим, что вот на этой картинке там из предметных умений по русскому языку представлено здесь, 3 снизу, у ребенка из 3 заданий на синтаксис не сделано ни одного, то есть процент правильного выполнения 0, то это говорит о том, что с этим ребенком вот в этом 4 классе, так сказать, по итогам 4 класса надо заниматься именно по этим темам. Да? Вот. Следующая картинка, она по сути подобна. Вот. Она тоже индивидуальна, она для конкретного ученика, который говорит о том, что уже по математике у данного конкретного ребенка, если мы посмотрим на левую часть этого слайда, примерно середину, пункт кодификатора, решаемость контролируемых предметных умений, вот примерно в серединке, пункт 2.3, работа с текстовыми задачами, 25% выполнения, пункт 2.4, пространственные отношения, геометрические фигуры, тоже 25%. То есть эта история говорит об одном, что у ребенка все нормально с арифметическими действиями. У него все в порядке с точки зрения работы с информацией. У него не в порядке умение читать. Да? С ним надо позаниматься какими-то восприятием его пространственных отношений, в том числе на примере геометрических фигур. И если с ним конкретно позаниматься, ликвидировать вот эти конкретные проблемы в индивидуальных затруднениях, то дальше этот ребенок будет гораздо более успешным в 5, 6, 7 классе. Таким образом, по сути, суть моей сегодняшней краткой речи говорит о том, что вот подобного рода отчеты, которые можно получить по результатам ВПР ли, каких-то региональных диагностических работ ли, иной оценочной процедуры, но только цивилизованной оценочной процедуры, которая предполагает потом расшифровку результатов именно вот в таком ключе, она позволяет существенно улучшить образовательные результаты детей. И ту образовательную неуспешность, о которой сейчас много говорят, и федеральный проект 500+,
по помощи школам, находящимся в сложных социальных условиях и показывающим стабильно низкие образовательные результаты. Вот эта помощь должна быть целенаправленной, эта помощь должна быть конкретной, на примере конкретных детей. Вот опять же еще, наверное, последний на сегодня такой примерчик, опять же из жизни детей по математике, да, мы видим, что вот 19-20 задание в той работе, которая была ребенку представлена, ну вот если мы посмотрим здесь по 4-му столбику балл за выполнение заданий, мы видим, что везде у него единички, а в последних 2 столбиках у него 2 нолика. И справа от этих 2 ноликов, обведенных красненьким, написано, что под этим подразумевается, то есть то, чего он не умеет. Распознавать, изображать геометрические фигуры. Ну, не буду зачитывать, вы посмотрите потом это на презентации. То есть вот по этим конкретным темам, а не вообще математикой и бесконечными контрольными работами, надо с этим ребенком заниматься. Ну, очень коротенький вопрос, зачем это все надо, и очень простой ответ. Цель любой оценочной процедуры по логике, проводимой в образовательной организации, это выстраивание индивидуальной траектории обучающихся. Надеюсь, с учетом технических проблем, я вот вкратце изложил свое понимание. Не знаю, как организаторы, так сказать, будут ли готовы задать вопросы, но в чате, по крайней мере, если какие-то вопросы будут, я обязательно постараюсь на них ответить. Спасибо. Борис Валентинович, Коллеги, большое спасибо. Мы рады, что наши педагоги активно сейчас подключались к нашей сессии. Уважаемые участники, у вас есть возможность задать вопрос в нашем чате, а также в верхней панели платформы. И Борис Валентинович может ответить на данные вопросы. У нас тоже есть ряд вопросов, которые, конечно, интересуют наше педагогическое сообщество. Поэтому, Наталья Николаевна, я прошу вас задать вопрос. Очень интересный и содержательный доклад. Возникло несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, у коллег республики первый вопрос: как проводить мониторинговые исследования в условиях перехода на дистанционную форму? Поделитесь опытом, пожалуйста. Ну, уважаемые коллеги, значит, смотря о чем мы сейчас разговариваем, да, то есть про какие, если мы говорим про оценочные процедуры, то в условиях пандемии, ну, как учил нас Виктор Александрович Болотов еще много десятилетий назад, любая оценочная процедура имеет под собой либо высокие ставки, либо низкие ставки. То есть, если все участники этой процедуры понимают... Слышите меня, да? Да, хорошо, вот. Хорошо. Если все участники оценочной процедуры понимают, что ее цель – это выявление пробелов, да, и дети ее делают для того, чтобы узнать, что они не знают, у них нет никакого интереса, значит, как-то пытаться, ну, так сказать, дополнительно ответить на эти вопросы. Если же это имеет под собой предмет какого-либо оценивания, то я вам скажу сразу, вот количество фискализации, мер фискализации возрастет в такое количество раз, да, что, ну, насколько они оправданы, будет очень большим вопросом. Но вот могу поделиться опытом коллег, с которыми я работаю в Московском центре педагогического мастерства. Значит, коллеги выдают детям такие задания, на которые в интернете ответа нет. То есть дети уже столкнулись с тем, что гуглить бесполезно. То есть задачки придется решать. Вот. В условиях ограниченного времени тут уже каждый за себя. Ну, есть разные формы. Вообще любой квалифицированный учитель, ну, так сказать, большинство уважаемых коллег наверняка знает, как сделать так, чтобы дети не смогли ни посоветоваться, ни подглядеть, ни списать. Но еще раз повторюсь, насколько это является целью, это очень большой вопрос. То есть если есть контакт со всеми участниками этого процесса, направленный на позитив и на развитие, то и, так сказать, в каком-то, извините, подтасовывании фактов никакого смысла нет. И тогда все, в общем-то, открыты и прозрачны друг перед другом.
Спасибо, Борис Валентинович. Мы вчера в рамках нашего первого дня обсуждали вопросы, связанные с профессиональным развитием педагогов. И вы еще раз подтверждаете, что сегодня очень важно понимать, что педагог готов к саморазвитию. И, конечно, работать в ситуации изменчивого мира сегодня очень важно для каждого педагога. Вот эту готовность именно к изменениям, наверное, надо формировать сегодня у каждого педагога. Вы абсолютно правы. Готовность к позитивным изменениям – это очень, очень такое важное качество личностное, которое, конечно же, надо развивать всеми мерами. Спасибо. И еще, исходя из вашего выступления, у нас возник вопрос. Вы рассказывали про построение индивидуального сопровождения обучающегося в результате оценочных процедур. И в этой связи, опять-таки же, как только что озвучили, в рамках режима экономии времени, педагогического в том числе, подскажите, может быть, уже есть какое-то технологическое решение, которым вы готовы поделиться с нашими коллегами республики для создания такого вот индивидуального профиля обучающихся? Ну, вы знаете, такое, в бытность мою прошлой жизни полгода назад я жил и работал в Томской области, вот, и на протяжении 10 примерно лет мы такую историю делали. Я с удовольствием дам контакты коллег из Томского центра мониторинга и оценки качества образования. Вот. Эта история, она в ряде субъектов, так сказать, внедрялась, в том числе внедрялась в Московской области, в Томской области применялась. Здесь единственное, сразу оговорюсь, ее надо рассматривать, и имеет смысл рассматривать именно как систему индивидуального выявления, как систему выявления индивидуальных затруднений. Да? Потому что, к сожалению, внедрение подобного рода истории, оно всегда сопровождается непониманием со стороны педагогического сообщества и неподготовленностью к восприятию тех или иных оценочных процедур. Ну что греха таить, так сказать, что говорят про ВПР в школах, мы с вами слышим, да? Это не говорит о том, плохие они или хорошие эти ВПР, но просто когда люди забыли объяснить, зачем это, что будет с этими результатами, и они подспудно боятся, что эти результаты будут использованы для их наказания какого-то, да, или рейтингования, не дай бог, вот, тогда появляется вот эта боязнь. Ну и действительно у нас вполне достаточно уже оценочных процедур в стране различного рода, чтобы говорить о том, что там в год их количество не должно на ребенка превышать 2, 3, не более, во всяком случае, потому что, простите, так сказать, иначе мы затестируем детей. Это я уж совсем обиходно так. Да, спасибо, Борис Валентинович. У нас есть один вопрос. Борис Валентинович, он в разделе на верхней панели. Мы просим вас его озвучить и ответить на него. На верхней панели. Так, сейчас будем выписывать. Да, вопрос. Верхняя панель, вопросы. Ой, один, да. Да. Можно один. Четвертый слайд. Спасибо, информационная компетентность прогрессирует моя. Так, вернемся к слайду. Значит, кого с кем сравнивать? Ну, собственно, вот то, что получилось по результатам наших исследований, на самом деле еще года 2000, да, значит, они называются несопоставимые. Значит, школы, которые не надо сравнивать по образовательным результатам, еще раз подчеркну, не надо сравнивать. Это точно кластеры городских и сельских школ. Вот это совершенно точно, это слишком разные результаты. Дело в том, что и математически мы эту историю доказали, что прямо с математикой статьи есть соответствующие в журналах. Последняя вышла, по-моему, на эту тему год назад в июльском номере «Вопросы образования». Это журнал Федерального института педагогических измерений. Значит, дело в том, что городские школьники показывают результаты значимо лучшие, чем сельские. В целом, в среднем. Вот, поэтому, говоря об этих результатах, их просто вот впрямую между собой, там как средние баллы, да, я утрирую сейчас, их категорически не надо сравнивать. Еще отдельный кластер, который у нас выявился, это сельские малокомплектные школы. Ну, понятно, что они написаны малокомплектные, но они на самом деле сельские малокомплектные, потому что встречаются только в труднодоступных и удаленных поселениях.
Вот. Они потому и называются малокомплектными. Это школа, где меньше 10 детей в классе. Вот. Это совершенно отдельный тоже кластер результатов по ряду причин. Вот если посмотреть дальше, вы увидите, почему их не надо сравнивать. Потому что по образованию родителей, по их занятости, по доле полных семей детей с УЗ и наличию учителей, психологов, логопедов, то есть факторов, значимо влияющих на результаты, эти школы, конечно же, находятся в совершенно затруднительном положении. То есть помогать им, безусловно, надо. Сравнивать, ну, только между собой. Ну, вот я, насколько мог, ответил. Да, спасибо. Коллеги, у вас есть возможность вопросы еще задать. В рамках работы семинара у нас есть платформа, на которой вы можете задавать вопросы, и Борис Валентинович и другие спикеры в течение работы семинара отвечают на них уже, собственно, в дистанционном формате. Борис Валентинович, спасибо вам за подключение. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Огромное спасибо, Наталья. И в рамках семинара в том числе. Борис Валентинович, мы надеемся, что вы будете активным участником нашего семинара. При возможности подключайтесь и будем надеяться, конечно, на дальнейшее профессиональное сотрудничество. Конечно, уважаемые коллеги, я, пользуясь предоставленной мне возможностью быть в эфире, формально прощаюсь до завтра, но фактически я с удовольствием поучаствую в работе семинара, если позволите, даже буду задавать мелкие вопросы в чат. Да, конечно. Борис Валентинович, мы вас ждем завтра на наших площадках. Спасибо большое, спасибо Борис Валентинович. Большое. До завтра. Да. Всего доброго. Коллеги, мы продолжаем. Да, Наталья Николаевна, наверное, да. Там слово, мы продолжим. Уважаемые коллеги, мы вчера уже поднимали данный вопрос, и мы бы хотели в продолжении выступления Бориса Валентиновича еще раз с вами рассмотреть механизм управления качеством образования. Уважаемые коллеги, мы все хорошо понимаем, что сегодня региональный проект «Эффективная школа», он, конечно, направлен на совершенствование механизмов управления качеством образования. Сегодня перед нами стоит очень важная цель перед всеми нашими педагогическими работниками. Мы должны понять, что мы в рамках национальной цели мы должны обеспечить глобальную конкурентную способность российского образования. Но один из вопросов, который мы хотим с вами обсудить, каким же образом нам достичь высоких образовательных результатов. И вчера на одной из площадок мы говорили о культуре повышенных ожиданий. И мы с коллегами в рамках круглого стола хотим сегодня с вами тоже продолжить данный разговор. Наши потребности и наши запросы, которые поступают в адрес педагогов, в адрес управления образованием, они очень различны. Вот посмотрите, наше общество и в рамках различных семинаров, в том числе при Московском международного салона, обсуждаются вопросы, как обучать детей навыкам будущего. Мы сегодня говорим о универсальных компетенциях. И сегодня, конечно, общество задает вопрос педагогическому сообществу, каким образом сегодня происходит адаптация системы образования требованиям поколениям Z. У родителей сегодня потребности и запросы связаны действительно с их повседневной деятельностью, в том числе вот те вопросы, которые задают родители каждый день каждому педагогу. Зачем нужно покупать рабочие тетради? Как сократить домашнее задание? Когда мы говорим о наших педагогах, конечно же, с точки зрения дизайна оценочных процедур, нам важно, каким образом, как мы реализуем федеральный государственный образовательный стандарт, как нам найти тот материал, который действительно сегодня является важным
для наших детей, чтобы мы могли выстроить его индивидуальный профиль. И наши обучающиеся тоже задают тот же самый вопрос. Мы надеемся, что эта культура ожиданий у них тоже формируется. Они хотят понимать, что они смогут быть успешными в современном мире. И поэтому с точки зрения понимания качества образования мы сегодня понимаем, что главные детерминанты качества школьного образования с точки зрения исследований ПИЗа, они формируются именно на основе качества профессиональной подготовки наших педагогов. А качество образовательных достижений школьников в основном определяется качеством учебных заданий, предлагаемых им педагогам. И, конечно, мы понимаем, что мы все существуем с вами в едином профессиональном и образовательном пространстве. И наша задача понять, что может и готов ли сегодня педагог предложить обществу. И мы внимание обращаем на исследования Высшей школы экономики, которые определяют, что учителя преимущественно относят к зоне своей ответственности умение учеников хорошо излагать свои мысли, хорошие знания по основным предметам. Они отвечают и понимают это. Они отвечают за воспитание уважительного отношения к другим, гражданской ответственности, навыкам тайм-менеджмента. И мы должны понимать, что вот эта готовность учителей, она, к большому сожалению, сегодня сформирована не у такого большого количества педагогов, которые принимали участие в исследованиях. Родители ожидают от школы формирования детей навыка применения уже полученных знаний в повседневной жизни. И сегодня мы в течение дня будем говорить на площадках качества образования о функциональной грамотности. Поэтому, конечно, с точки зрения задач, которые перед нами стоят, мы должны осознавать, что же требует и что предлагают нам механизмы государственной поддержки школ, которые, к большому сожалению, сегодня демонстрируют низкие результаты обучения, и школ, которые находятся в неблагоприятных социальных условиях. Функциональная грамотность, да, это владение ключевыми компетенциями. Но с точки зрения функциональной грамотности, и у нас будет отдельная площадка по данному направлению, мы должны сегодня осознать, что это блок единого понятийного аппарата, который должен сегодня быть понятен и должен быть единым в сознании и родителей, и общества педагогов. Уважаемые коллеги, мы проводили исследование, у нас оказалось, что понятие функциональной грамотности, оно в сознании педагогов, руководителей, родителей, оно совершенно различно. Поэтому мы бы хотели, конечно, с вами обсуждать и вопросы, связанные с единым понятийным аппаратом, когда мы используем тот или иной терминологический аппарат. Но наша с вами главная задача, конечно же, обсудить вопрос, связанный с оценкой механизмов управления качеством образования в субъектах Российской Федерации. В Республике Коми, уважаемые коллеги, сегодня сформирована программа совершенствования механизмов управления качеством образования. Уважаемые коллеги, данная программа сегодня рассматривается с двух позиций. С механизмов управления качеством образовательных результатов, и сегодня об этом говорил, уважаемые коллеги, Борис Валентинович, и с точки зрения механизмов управления качеством образовательной деятельности. Итак, уважаемые коллеги, в данной программе представлены, и мы на одной из площадок будем об этом говорить, цели, определены показатели, методы сбора информации, механизм проведения мониторингов, представлены механизмы подготовки адресных рекомендаций, а также, уважаемые коллеги,
принятия мер и управленческих решений с точки зрения их эффективности. Уважаемые коллеги, конечно, мы сегодня включены именно в цикл управления. От планирования до достижения результата. Итак, уважаемые коллеги, в первый блок у нас входит очень важное направление нашей совместной деятельности. Это система оценки качества подготовки обучающихся и система работы со школами с низкими результатами обучения, и система выявления и поддержки развития способностей, талантов у детей и молодежи, и система профессиональной ориентации. Уважаемые коллеги, все эти механизмы, они действительно сегодня должны рассматриваться, уважаемые коллеги, как единые управленческие решения, которые применяются. И теперь надо осознать, что они должны применяться, уважаемые коллеги, на уровне каждой образовательной организации, на уровне муниципального образования, на уровне субъекта территории Российской Федерации и, конечно, на федеральном уровне. К механизмам управления качеством образовательной деятельности относятся такие направления, как система объективности процедур оценки качества образования и олимпиадного движения школьников, система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций региона, система мониторинга качества, повышения квалификации и профессиональной готовности педагогов к решению новых задач, система методической работы и система организации воспитания и социализации личности. Уважаемые коллеги, очень важно, что сегодня на территории Республики Коми функционирует 24 республиканских методических объединения. Именно данный ресурс методических объединений по всем предметным областям сегодня в нашей республике реализует очень важную задачу – сопровождение педагогов нашей республики. Уважаемые коллеги, с точки зрения методического пространства я бы хотела ваше внимание обратить, что сегодня республиканские методические объединения, они действительно меняют свой функционал. Они адресно сопровождают и готовы сопровождать педагогов и школьные команды Республики Коми. Уважаемые коллеги, с точки зрения уровней управления качеством образования, я бы хотела внимание обратить на нашу систему, единую систему управления качеством образования. Итак, уважаемые коллеги, действительно мы с вами понимаем, что достижение планируемых результатов, оно выстраивается на основе системы оценивания, вот о которой говорил Борис Валентинович, которая принята на уровне Российской Федерации, и как каскадное решение доходит до уровня образовательной организации, и, конечно, объективность всех результатов. И ответственность, уважаемые коллеги, за качество образования, оно возлагается вот в рамках данной схемы на каждого участника данной системы, системы управления качеством образования. Итак, уважаемые коллеги, в завершении у нас осталась буквально тут 1 минуточка. Мы сегодня понимаем, что с точки зрения именно основных направлений деятельности нашего института как оператора системы, мы еще раз внимание обращаем ваше на методическое сопровождение благодаря разработанной платформе «Мобильный методист». Уважаемые коллеги, данная платформа позволяет нам вместе выстроить единую систему управления качеством образования и создавать индивидуальные профили профессионального развития каждого педагога Республики Коми благодаря участию методических служб муниципальных образований и республиканских методических объединений. Действительно, ответственность за качество образования сегодня, уважаемые коллеги, рассматривается через призму не только участия каждого субъекта образовательных отношений в этом процессе, а через призму именно готовности принять качество образования именно как
основной принцип своей деятельности. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание. У нас осталось несколько секунд. У нас есть возможность продолжить наше общение в рамках трека «Качество образования». Итак, мы с вами, уважаемые коллеги, понимаем, что именно сегодня задачи направления качества образования, они, конечно, связаны с формированием и универсальных компетенций, и через оценку, уважаемые коллеги, всех тех механизмов, о которых я говорила, мы выстраиваем работу с результатами оценочных мероприятий. Уважаемые коллеги, мы благодарим вас, что вы были с нами. У нас осталось несколько секунд, чтобы вас поблагодарить. Вы можете вопросы задать нашим экспертам в чате. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Мы ждем вас на следующей уже информационной сессии, которая продолжает тему качества образования. Переключайтесь, пожалуйста, уважаемые коллеги. Спасибо. До встречи.